Все самое важное за эту неделю – тройная авария, среди пострадавших ребенок. Рост числа пьяных за рулем и изменение дорожного движения. ГИБДД о работе в 2020-м. Продолжение истории. Суд огласил решение по доступу в квартиру накопительницы. Благие начинания. Депутаты молодежного совета о своих проектах. И крещенские купания. Как прошел обряд на купели за бассейном «Юность». Подробности прямо сейчас. Утром 20 января примерно в 7:40 произошло крупное ДТП с участием 3 автомобилей. Авария случилась на 12-м километре автодороги Ухта-Ярига. По предварительным данным, водитель ДЭО «Нексия» двигался в направлении Яриги за автобусом ПАЗ. Легковушка решила обогнать ПАЗик и навстречу столкнулась с другой ДЭО «Нексией». После столкновения «Нексию», ехавшую в сторону Ухты, отбросила на автобус. В результате ДТП пострадал ребенок, который был пассажиром этого авто. Мальчик приблизительно 3 лет был в удерживающем устройстве. В машине также была его мать. Теперь родительница и ее малыш находятся в больнице. Характер травм уточняется. Водители в ДТП не пострадали. В ГИБДД прошла пресс-конференция, на которой была озвучена статистика аварийности и плана на ближайший год. Так, начальник отдела отметил, что в минувший год выросло число ДТП с пострадавшими на 2 по сравнению с 2019. Несмотря на то, что цифра не пугающая, она все же вызывает опасения. На дорогах погибло 6 человек, это на 1 меньше, чем в 2019. На 5 выросло число пострадавших детей. В 2020 их было 23. Тревожит и тот факт, что ухтинские водители все чаще стали садиться за руль в нетрезвом состоянии. 85 водителей были задержаны за повторное вождение в алкогольном опьянении. Еще у нас, конечно, увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий, в которых водители находились в состоянии алкогольного опьянения. Если в прошлом году у нас их было 18, то в 2019, то в 2020 году их уже было 22 ДТП, в которых, то есть плюс 4, это водители в нетрезвом состоянии. Мы проводили профилактические мероприятия по выявлению таких водителей. В итоге, если в цифрах, то по сравнению с 2019 годом, в 2020 мы их выявили больше, почти на 120 водителей. Также ГИБДД напоминает о том, что все чаще водители, попавшие в ДТП, стали лукавить, вызывая на место аварии сотрудников. Людям не хочется оформлять ДТП самим, они звонят и говорят, что пострадали в столкновении, надеясь, что так им не нужно будет идти в отдел ГИБДД и они быстрее получат страховку. Начальник отдела отметил, схема не рабочая. Из-за проверок и медэкспертиз процесс может затянуться на полгода, так что легче оформить аварию самостоятельно. Также руководитель рассказал, какие изменения дорожного движения ждут горожан в текущем году. Планируется реконструкция участка дороги Оплесино-Космонавтов-Строителей. Если вы видели, очень много было вопросов и проезда, когда сделали светофорный объект один большой, и перекресток. Водители, конечно, большинство не поняли, как по нему ездить. Давали разъяснения, но все равно водители не смогли сориентироваться на данном перекрестке. Поэтому с администрацией было принято решение, если финансирование позволит, в этом году выезд со Строителей будет совмещен с выездом с Оплесино. То есть это будет один перекресток регулируемый. Немножко изменится там дорога. То есть выезжаем со Строителей, поворачиваем налево и выезжаем в сторону улицы Оплесино. Это будет один большой перекресток. Еще одно изменение коснется окончания проспекта Ленина. На выезде на Сыктывкарскую трассу сделают круговое движение. История про любительницу кошек и мусора получила свое продолжение после решения суда. Напомним, о сложной квартире на Строителей мы рассказывали 26 мая в сюжете «Кошкин дом. Жильцы дома против запаха и грязи». Соседи, уставшие мириться с не совсем благополучным сожительством, написали обращение в администрацию. И все из-за нездоровых пристрастий хозяйки одной из квартир.
3, в котором проживает не совсем адекватная женщина, которая просто дома устроила у себя помойку и кучу животных содержит в ненадлежащем состоянии. Полнейшая антисанитария, в подъезде воняет кошачьей мочой, мухи, у соседей тараканы. Мы не можем попасть в квартиру, потому что нам, соседям, она не открывает дверь. Тревогу тогда начали бить и зоозащитники. В 2016-м они уже вынесли из этой квартиры 20 больных кошек и одну маленькую собачку. Зрелище, представшее перед глазами волонтеров, было не для слабонервных. Попасть в квартиру мы смогли только с участковым. Вывозили кошек за 3 раза. То есть найти там животных было очень проблематично. Я выносила их в подъезд, мы сажали в переноске. То есть там очень много мусора, то есть там прям реальная помойка. Слова Светланы Бабицкой подтверждает и депутат местного совета, участок которого входит дом. Дмитрий Куприянов вместе с участковым попал в квартиру в сентябре прошлого года. Перед его визитом в неблагополучную жилплощадь в подъезде провели замеры воздуха. В соседней квартире уровень аммиака превышал разрешенные нормы вдвое. Все пришло к тому, что администрация муниципалитета после общей жалобы жильцов дома подала на хозяйку квартиры в суд. Сейчас решение суда вступило в силу. Сама ответчица на заседании не присутствовала, но и на обжалование не подавала. Суд постановил обеспечить администрации доступ в квартиру для оценки санитарного состояния жилплощади. По моим сведениям, на сегодняшний день администрация, я вчера разговаривал с юристами администрации, они подали уже заявление на исполнительный лист по данному решению. То есть после того, как исполнительный лист будет получен, данный исполнительный лист будет направлен в службу судебных приставов. Судебные приставы возбуждают исполнительное производство. Женщине дадут 5 дней на исполнение постановления суда добровольно. Если нет, доступ в квартиру администрация получит, несмотря на ее желание или нежелание. Также, согласно закону, администрация вправе подать заявление в суд на выселение женщины. Квартира, которая принадлежит на праве собственности, в случае, если данное решение состоится, она будет продана с аукциона. Фактически, если ситуация не изменится кардинально, женщину могут выселить, предоставив ей сумму, данную за ее квартиру на аукционе, и то с вычетом трат на уборку и ремонт. ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Изменить мир в лучшую сторону. Для многих эта задача кажется непосильной. И пока одни со скепсисом смотрят на работу общественных организаций, другие берут и делают. Что и доказывают депутаты нового созыва Молодежного совета Ухты. Семен Були и Анастасия Неменко около месяца назад только презентовали свои проекты, а уже сегодня идут к их реализации. Их цели достойны похвалы и внимания. Анастасия, специалист по адаптивной физкультуре, готовит создание реабилитационного центра для детей с особенными потребностями. На начальном этапе это будут просто занятия для оказания реабилитационной помощи, но в планах учреждения с обширным перечнем услуг. Тем более, что для девушки этот опыт не новый. Подобной деятельностью она уже занималась в своем родном городе. Но, как обычно, все упирается в финансовую составляющую. Автор проекта планирует участие в грантовых конкурсах. На безвозмездной основе будут приниматься все детки с особыми потребностями. То есть насчет какой-то дальнейшей финансовой поддержки эта часть будет разрабатываться отдельно. То есть можно сделать как предоставление услуг типичным детям платно, либо взрослым, потому что все аппаратные техники, которые применимы к детям с особыми потребностями, они также применимы к типичным детям и к типичным взрослым с какими-то просто заболеваниями. Анастасии уже оказывают помощь и поддержку другие общественные организации. Общество инвалидов готово прямо сейчас предоставить помещение для занятия с особенными детьми. Но эта тема вообще актуальная на 100%, потому что ни реабилитации, ни какой-то абилитации у нас вообще ни в городе Ухта, ни в Сосногорске, ни в ближайших районах вообще нету. Это очень актуально, потому что приезжают специалисты из других городов, и это все происходит платно, где-то
И хотя автор проекта отмечает, задача не из легких, она не собирается отступать, тем более, когда речь идет о здоровье маленьких ухтинцев с особенностями развития. Ее соратник Семен Буль, в свою очередь, хочет порадовать всех горожан и гостей Ухты, сделав наш город красивее. Его проект «Республика Комик» глазами стрит-арт-художников должен быть запущен к лету. Идея – разрисовать невзрачные стены граффити и муралами. Граффити – это небольшие изображения на стене, ну, относительно. А муралы – это на всю стенку, прям до 5-го этажа, ну, где-то до 9-го. У нас есть вот на улице Тиманской, нанесено на здание Синицы, по-моему. Это вот мурал. Я себе вижу на данный момент так, что, допустим, будет у нас здание, мы его разукрасим к столетию, может, нанесем какого-то великого деятеля Республики Коми, у нас же праздник столетия. И пока еще все смутно, но в планах сделать что-то хорошее. Мы встречались с начальником ЖКХ, с начальником водоканала. Они любезнейше предоставили нам стены, на которые можно нанести. На днях мы получим список. Пойдем сделаем обход этих зданий и будем уже выбирать, что нам больше всего подходит. Конечно, основной вопрос теперь также в средствах. Необходимо оборудование, а также специальная стойкая краска. Так что и Анастасии, и Семену для реализации их начинаний необходима поддержка. И герои нашего сюжета готовы оказывать ее друг другу. Так Анастасия, как выпускница художественной школы, хочет поучаствовать в проекте Семена в качестве автора одного из граффити. Мировым судьей Ярикского судебного участка Ухты вынесен приговор в отношении акушера-гинеколога Ухтинского межтерриториального роддома. Женщина признана виновной в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Судом установлено, что с мая по июнь 2019 года осужденная, являясь врачом-акушером-гинекологом отделения патологии беременных, ненадлежащим образом отнеслась к исполнению своих профобязанностей. Допустила дефекты оказания медпомощи потерпевшей, которые и стали причиной причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшей, а именно привели к прерыванию беременности из-за внутриутробной гибели плода. Подсудимая свою вину не признала. По результатам рассмотрения дела суд назначил виновное наказание в виде 2 лет ограничения свободы с лишением права заниматься медицинской деятельностью, также 2 года. Приговор в законную силу не вступил. В дежурную часть МВД по Ухте обратилась пенсионерка с сообщением, что перечислила неизвестным более 1 миллиона рублей. Выяснилось, ранее женщина 1942 года рождения заказывала медицинские препараты и некоторое время принимала их. Недавно ей позвонил липовый представитель Центробанка Российской Федерации. Он сообщил, что добавки оказались некачественными, и теперь пенсионерке полагалась компенсация. Но для ее получения следует оплатить открытие счета, оформление страховки, транспортные расходы и другое. В течение 3 месяцев женщина переводила на чужую карту деньги общей суммой 1 294 500 рублей. Операции производила через банкоматы. Как ей говорил представитель банка, такая крупная сумма должна лежать на депозите, чтобы компенсацию начислили быстрее. Обещанной выплаты ухтинка не дождалась и обратилась с заявлением в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Проводится оперативно-следственное мероприятие. МВД напоминает, будьте бдительными, не доверяйте звонкам от незнакомцев, особенно если речь идет о передаче денежных средств. В ночь с 18 на 19 января за бассейном «Юность» по традиции было много людей. Ежегодно именно там организуют крещенские купания. И несмотря на то, что у церкви не всегда однозначное отношение к празднованию крещения в таком вот формате, начинается религиозный праздник с водосвятия. Обряд провел настоятель храма новомучеников в земле Коми просиявших отец Роман Ситник. Повернись, пожалуйста, на вот, да, вот, праздником. Спасибо, Господи. Праздником. С праздником. Праздником.
Самые нетерпеливые, желающие приобщиться к празднику, около 5 человек, окунулись еще до обряда водосвятия, но большинство желающих погрузиться в январскую реку было после 12 часов ночи. Это при том, что на термометре в ночь с 18 на 19 было минус 34, с учетом охлаждения ветром и того ниже. Отлично, просто замечательно. Вы первый раз? Я первый раз и вообще на севере первый раз, так что я с юга. Первый раз в жизни. А как-то готовились? Нет. Вообще просто захотелось, пришел и все. А я уже не первый год купаюсь. Вот это бодрит. Вот, так что очень хорошо, бодрит, здорово. И знаете, ничего самое интересное, болячки не берут. Фу, может, праздник такой. Температура воды была также, мягко говоря, низкой, максимум 5-6 градусов. Но во время такого экстремального действия людям после выхода из купели, как правило, жарко. Чтобы никому не стало плохо прямо в воде, а на суше был при этом порядок, за крещенскими купаниями по традиции следили более 60 специалистов. Сотрудники управления по делам ГОЧС, дружинники, казаки, профессиональные спасатели, водолазы и полицейские. Для безопасности людей в самой купели установлена деревянная оплетка. Толщина льда не меньше 40 сантиметров, это нагрузка 8 тонн. Как видите, сзади у вас стоит грузопассажирский автобус «Соболь». Выезжала техника управления ГОЧС сюда, так что никто не провалится, все будет нормально. По безопасности, еще раз повторюсь, аттестованные спасатели, полиция, все здесь работают, все на месте. В целом ночные купания прошли без инцидентов. По предварительным подсчетам, до 2 часов ночи окунуться успели порядка 330 ухтинцев и гостей города. В предыдущие годы цифра за ночь переваливала за 1000. Видимо, желающих присоединиться к обряду испугал или мороз, или коронавирусные ограничения. Из-за них купели пускали небольшими группами, изначально предупредив, что процесс может затянуться.